Это «Новое утро», и мы продолжаем. Каждое выступление казахского камерного хора Актюбинской филармонии имени Газизы Жубановой собирает в зале Центра искусств любителей музыки нашего города. И знают наш хор далеко за пределами Казахстана. О планах и о ближайшем концерте, который пройдет в воскресенье, расскажет наша гостья Лейла Кущанова. Доброе утро! Доброе утро! Ну, давайте начнем сразу же с такого вопроса, что ваш концерт называется «Хоровое рандеву». Да, почему именно так? Хоровое рандеву, вообще, если честно говорить, мы к этому названию, именно я шла к этому названию очень долго, потому что это не один день и не одна ночь. Решалось, да? Решалось, да. И почему-то вот в один из предприятий мне это из 3 вариантов почему-то это название пришло. Ну, что означает рандеву? Рандеву – это в переводе от французского, да? С французского означает отправляться навстречу или свидание. Но в этом случае, конечно, свидание с нашим хором. Да, и встреча с нашим хором. И встреча и со зрителями, да? Да, и со зрителями, да. Зритель с нашим хором. Да, или наоборот. Программа будет классическая или современная? Программа вообще включает в себя все жанры. Это будет и классика, это будет и современная музыка, да. Также это произведения, именно обработки наших современных композиторов. В камерном хоре много ярких исполнителей, да, но солистов не должно быть слышно. Это как? Этого Конечно. Трудно добиться, да? Нет? Но вообще-то над этим нужно работать, да, потому что все-таки обладатели с сильными голосами, они выделяются. Поэтому, чтобы не было, как бы говорится, как у нас говорят, выделялся, да, голос, поэтому как можно мы хотим его, чтобы немножко убавить, да. Но бывает, что у нас солисты звучат в партиях зачастую, но мы над этим работаем. А может ли человек без профессионального образования прийти в хор? Конечно, именно если в наш хор профессиональный, то, конечно же, нет. Обязательно нужно музыкальное образование, какая-то должна быть база, потому что артист должен знать нотную грамоту. Да, это сольфеджио, теория музыки и так далее. А если вы хотите прям так петь, сильно бывает же, у нас есть хоры самодеятельные, пожалуйста. Например, наш хор-наставник. Вот, пожалуйста, туда можно. А как давно существует ваш хор и какой отбор проходит? Ну, у нас, если сказать, сколько существует наш хор, он открылся в 1991 году при Турума Алагузове. Да, вот при нем был открыт хор. И тогда, как бы, если я не ошибаюсь, то набирали всех, кто хотел петь. Есть музыкальное образование, поначалу, да, потому что нужно было набирать артистов. И поэтому многие там были дамбристы, баянисты, и хоровики, как бы и вокалисты. И поэтому сейчас к этому у нас более относятся. Тщательно отбор идет, у нас есть прослушивание. Если, например, прям хочет кто-то прийти к нам в хор петь, то это обязательно у нас идет прослушивание. У нас есть еще лучших, да, руководитель, еще есть мой коллега, хормейстер, это Мади Айбишев. И вот мы втроем как бы решаем, кого же можно взять в хор в качестве артиста. Так, а сколько человек на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас количество 35 артистов. Да, вот. Партии сопрано, я не буду говорить, сколько партий. Это секрет. Да, это секрет, да. Ну, достаточно. Ну, хор же камерный, поэтому и количество должно быть такое. Да, а расскажите немного о своем опыте. С чего началась ваша хоровая жизнь? Ну, мой опыт, если говорить вообще с далеких, до 1988 году я поступаю в музыкальное училище, тогда оно называлось училище, на отделение хоровое дирижирование, специальности, да. Вы сами выбрали? Я выбрала сама, да, потому что я вообще поступала без музыкального образования, мне не было подготовки. Я не знала нотной грамоты. Но очень-очень хотелось, да? Большое конечно, да. Было. Просто я пела с маленьких лет. Да, поэтому на то время я попала к педагогу Алтынур Касымовна Джумашева. Это мой педагог по специальности. Вот, и я очень рада, что я у нее училась.
И как вы потом стали хормейстером? Хормейстером это для меня было неожиданно, потому что я об этом не знала. Мне просто поставили так перед фактом. Вот вы хормейстер, и все. А так заранее ничего не было обговорено. Это был 2018 год, это мы готовили программу в Астану «Голос мира». Это был Густав Малер, 8-я симфония. Сложно было приступать к такой новой должности? Ну, вообще, конечно, да. Для меня это был такой, знаете, стресс. Для меня это был шок. Нужно было вот сначала осознать. Да. Я говорю, почему я? Но Почему выбирают именно лучших. Но меня не спрашивали, да. Ну, пришлось работать, потому что было очень много работы, надо было работать с каждой партией. И нужно было выучивать быстрее программу. И продумывать все, да, до мелочей. А какие вам нравятся произведения? В каком стиле? Ну, вообще, конечно, наверное, все-таки классика. Основа должна быть классика. Сейчас очень много современных обработок. Ну, я считаю, что это более легкая музыка. Но сейчас вот именно замечаю, что не каждый зритель может понимать эту классическую музыку. Говоришь, когда хор, он говорит, ну, сейчас я не буду говорить, они не могут понять. А им нужно что-то легкое, современное, такое доступное. В общем, классику не все понимают, хочу сказать. Но это основа, она должна быть. И в нашем хоре, конечно же, очень много произведений, где-то около 500 у нас вообще. В общем, если брать фонд, то где-то около 500 произведений разного жанра. Есть классика, есть современная музыка, есть терме, как говорится, которые сейчас обрабатывают и делают обработки для хора. А зависит ли программа хора от увлечений и знаний руководителя? Конечно, безусловно, да. Потому что художественный руководитель входит в его обязанности выбор репертуара. Выбор репертуара, и также в поисках он у нас, и мы постоянно обновляем свой репертуар. А бывают ли какие-то новые споры? вещи? Споров, ну, в общем, можно сказать, что почти нет споров, потому что руководитель виднее, наверное, что для нашего хора, да, приемлемо. Это все. Ну, в основном, конечно, казахская музыка. Казахская музыка, и в основном это обработки. Сейчас, насколько я замечаю, как бы мало пишется хоровой музыки именно. Ну, у нас вот Абдинуров, да, его произведения. Галымжан Берекешева обработки очень хорошие, очень выигрышные. Это все есть у нас в нашем репертуаре. А могут ли в одном хоре ужиться несколько руководителей? Но такого, мне кажется, не может быть. Один руководитель и два помощника, два хормейстера, да, и мы уживаемся. Конечно, бывают споры у нас, без этого никак. Обязательно есть споры, где-то что-то. Ну, как говорится, в споре рождается истина. Одна голова хорошо, да, а две лучше, да? Две, а нас три головы. А какие планы у камерного хора на этот год, если можно поделиться планами? Вообще, насчет планов я не буду ничего говорить, потому что это, конечно же, все зависит от руководителя, и, мне кажется, он должен. Если он захочет, он будет это говорить, но мы, как бы хормейстера, мы помощники, поэтому планов пока я не буду говорить, но, конечно же, есть. Планы есть. И вы, если будут планы, то вы узнаете. Хорошо. Ну, о предстоящем концерте сейчас наши телезрители могут узнать, да? Вы можете как раз сказать. В это воскресенье, 9 февраля, в 16:00 состоится наш концерт. Ну, это мой отчетный концерт камерного хора «Хоровое рандеву». Мы всех вас приглашаем и ждем с нетерпением. Любителей, ценителей хоровой музыки будем ждать с нетерпением. В Унир-Орталога, правильно? В Унир-Орталога, да, будет проходить в Унир-Орталога. Приходите. Хорошо. Дорогие телезрители, как вы уже слышали, пожалуйста, приходите на концерт. Билеты можно приобрести там же, да, наверное? Да, в кассах. В кассах Унир-Орталога. Хорошо, будем вас ждать. Ну, а мы благодарим вас за то, что сегодня уделили нам время, пришли. Большое спасибо. Желаем вам, вашему хору, всем огромной энергии, крепкого здоровья, ну и, конечно же, вот таких вот грандиозных планов. Спасибо
Спасибо большое. Спасибо. И вам всего самого наилучшего, и вам тоже творческого роста. Спасибо за приглашение. Спасибо. Ну, а мы с вами прощаемся, дорогие телезрители. До новой встречи. Будьте здоровы.